من معاون رئیس جماعت دیاتی Овчкалыч. 16 сентября примерно 18 часов 30 минут со стороны пограничников Кыргызской республики началась стрельба, и в результате чего погиб один военнослужащий Республики Таджикистан, и пограничниками Таджикистана был открыт ответный огонь. Это продолжалось примерно 1–1,5 часа. Население приграничья было эвакуировано в безопасные места. Сегодня данная ситуация находится под контролем председателя области, руководства Бабаджан-Гафуровского района и соответствующих структур Республики Таджикистан и Кыргызской республики. И в настоящее время обстановка относительно стабильная. К сожалению, я не владею полной информацией о пострадавших. Могу лишь добавить, что более 5–6 человек из числа пограничников Таджикистана госпитализированы. По поводу стадиона я могу подчеркнуть, что до 2016 года на стадионе занимались футболисты местной федерации футбола. К сожалению, после 2016 года со стороны пограничников и руководства Кыргызской республики возникли споры о том, что данный стадион якобы расположен на линии границы, и его использование невозможно до завершения демаркации и делимитации границы. Так как в 2017, 2018 и 2019 годах на стадионе запрещено проведение спортивных игр со стороны молодежи обеих республик. Согласно протоколам, подписанным между пограничниками Таджикистана и Кыргызстана, также запрещено строительство каких-либо объектов. К сожалению, со стороны граждан и руководства Кыргызской республики данный протокол нарушается, и в большинстве мест строительство объектов продолжается. Однако в случае начала строительства объектов с нашей стороны пограничники и руководство Киргизии воспрепятствуют этому. Эти действия кыргызской стороны в итоге приводят к таким последствиям. عاقبت انمی خیل من کردن ها عاقبت امی خیل رفتارهای سرحدبان جمهوری قزاقستان و سرحدبان اهالی راهبریت جمهوری قزاقستان بود که نتیجه تا همین درجه آمده رسیده است.